Руслан, устала бороться со своим соседом, пенсионер, свой внедорожник ставит у нас прямо на газоне. Делаю замечание. В ответ оскорбление. И вот ведь таких токсичных людей немало. Вон у подруги соседка завела 3 бойцовых собак, выгуливает их одновременно, они у нее вырываются из рук, кидаются на людей. И вот хоть бы хны. Слушай, ну не понимаю такие люди по-хорошему, и таких людей у нас очень много. Ну вот что делать с такими? Ну иногда даже руки чешутся, но не драться же с ними. Вот для таких деятелей, Алсу, как раз и придумали административный кодекс. Ну что толку? В административном кодексе немало статей, да? Вот их куча статей. А что, меньше стали парковаться на газонах, меньше заводят этих бойцовых собак, не учат их. Эти бойцовые собаки на людей кидаются. Слушай, ну здесь поможет только жесткий подход, потому что такие люди не понимают хороших слов и убеждений. Тут только принуждение. Нужно вырабатывать условный рефлекс, как у знаменитой собаки Павлова. А кто этот рефлекс должен вырабатывать? Я должна у этого соседа рефлекс вырабатывать. Что я с ним должна к сожалению, сделать? есть такая старинная российская традиция, да, что строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. И, к сожалению, наши люди почему пассивные? Потому что они понимают, что пока не доведут там свою жалобу до законного решения, уже и рукой махнешь, и плюнешь. Но для этого есть и специально обученные органы, специально обученные люди, которые должны этим заниматься. И давай сегодня поговорим об этой важнейшей теме. Давай послушаем наших гостей. Сегодня об административной ответственности, а если смотреть глубже, об ответственном отношении граждан. Со мной начал драться в подъезде, он начал меня таскать по всему подъезду. За 10 дней новогодних праздников погибает по пьяной вине, да, 23 тысячи человек. Можно купить алкоголь? Даже Скажите, пожалуйста, почему продаете алкоголь? Государство в 10 раз больше тратит денег для того, чтобы привлечь к ответственности. Башкирский парламент в этом году принял несколько поправок в административный кодекс республики. Одно из самых громких новшеств коснулось автовладельцев. Были введены штрафы за парковку на газонах, детских и спортивных площадках. И по этому поводу, как мы все хорошо помним, развернулась бурная общественная дискуссия. Только за 2 месяца действия нового закона было вынесено около 20 тысяч уведомлений и выписано штрафов на 14 миллионов рублей. Какие еще новые нормы были внесены в административное законодательство и как их восприняли граждане, рассказываем в нашем репортаже. Продажа алкоголя в запрещенное время – одно из административных нарушений, за которым пристально следят активисты народного контроля. В Башкирии в дни январских каникул ввели ограничения на продажу алкоголя. Но спиртное можно было приобрести в магазинах с лицензией общепита. Можно купить алкоголь? Даже Скажите, пожалуйста, почему продаете алкоголь? По логике вещей, общепит – это точка питания, где продавцы обязаны разливать напитки. Но они ограничиваются тем, что только открывают бутылки. И то не всегда. Вчера не открытые бутылки продавали, сегодня открытые. Не может быть такого. Таких проверок в январские дни было больше 150, рассказывает координатор проекта «Народный контроль» Гульнур Кульсарина. Протокольно оформлено около 50 нарушений. К сожалению, есть нарушения вне законного времени продажи алкогольной продукции и, конечно же, суррогат. Граждане Республики Башкортостан активно участвуют в выявлении точек торговли суррогатом. На данный момент более 1000 заявок. Самым резонансным стало введение штрафов за парковку на газонах. За год было наложено более 30 миллионов рублей штрафов. Если газоны будут нормальными, тоже как бы огораживать, я думаю, тогда да. А так, ну и парковки делать тоже во дворах, да. Порядку во дворах и на улицах мешали и брошенные автомобили. После введения соответствующей нормы только в Уфе за последние полгода на штрафстоянке эвакуировали более 100 машин. Заявки нам поступают по мессенджеру WhatsApp, также на наш стационарный телефон. В Уфе мы нашли специальную штрафстоянку, где таких бесхозных машин накопилось более 700. За этим забором находится штрафстоянка, которая стала фактически кладбищем для автомобилей. И это центр города Уфы. Не нарушайте правила дорожного движения, чтобы ваш автомобиль не оказался под грудой металла.
Административный кодекс содержит 17 видов правонарушений и до 7 сотен статей. Самая большая глава кодекса касается бизнеса, самая малая – правил воинского учета. В 2019 году Ради Хабиров призвал усилить работу административных комиссий, в разы увеличив количество штрафов. Задача максимум – избавиться от раздражителей спокойной и комфортной жизни в домах и дворах. Шума, гамма, любители припарковаться на детской площадке. Не будем забывать и про поступление в местный бюджет. Хотя это больше история не про деньги, а о том, как навести порядок в наших городах и селах. Как показывает анализ, чаще всего жители Башкирии жалуются на семейно-бытовое дебоширство, нарушение правил уличной торговли, покоя и тишины в вечернее и ночное время, некачественное благоустройство и парковки автомобилей на газонах. Это примерно 80% всех обращений. Какие нововведения в административный кодекс были приняты в 2019 году, насколько эффективно они сработали и что нового может появиться в перспективе? Как и насколько можно оштрафовать соседа, который затеял опасную незаконную перепланировку, посреди ночи громко включил музыку или любит выгуливать своего добермана на детской площадке? Эти волнующие всех вопросы нормального человеческого общежития мы с Алсу Сликаевой и нашими гостями обсуждаем сегодня в студии «Честно говоря». Итак, заместитель директора Центра общественной безопасности Уфы Андрей Шитов, полковник полиции в отставке, вице-спикер Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов и заместитель председателя Совета по правам человека Республики Башкортостан, он же основатель сайта Уфа-Сити.ми Вадим Беляков. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости. Итак, у нас сегодня в студии не просто так собрались правоприменитель, законотворец и правозащитник. Причем я подчеркну, который защищает права не нарушителей, а обычных граждан, чьи права нарушаются. Так? Вот. И, наверное, все-таки первый вопрос вице-спикеру, представителю Курултая. Рустам, вам. Какие нововведения, какие новые нормы были приняты в 2019 году именно в региональный административный кодекс и насколько эффективно они сработали? Пожалуйста. За 2019 год нами внесено 4 поправки в КоАП РБ. Сейчас для примера скажу, как мы последняя поправка, если вы знаете, одна из поправок в апреле по незаконной парковке на газоны. Это было громкое нововведение, да, редкий житель в республике об этом не слышал. Да, и вот одна из 4. Да. Реализация закона показала, что за 6 месяцев порядка более 33 тысяч было составлено протоколов, из них более 20 тысяч привлечено к штрафу. Ну, в денежном эквиваленте это порядка 25 миллионов рублей было привлечено за счет штрафов. Ну и динамики, если посмотреть, многократно уменьшилось количество нарушителей, которые паркуют свои автомобили на детских площадках, на озелененных территориях и иных территориях. Я, наверное, не соглашусь в части с предыдущим спикером, что прям многократно уменьшилось количество нарушений, хотя оно действительно там стало меньше, то есть люди, скажем, рублем почувствовали, да, что стоять на газоне там смысла нету. Проблема осталась в правоприменении. То есть для того, чтобы выявить нарушение там, и привлечь к ответственности, нужно пройти там определенную процедуру правовую. И до сих пор у нас не работает эта система, скажем, привлечения к ответственности в части электронной фиксации там, специальными приборами, там, ну, как вот те же самые камеры фиксируют там, нарушение скоростного режима. То есть нет вот этих парконов, которыми бы ездили там, сотрудники административных комиссий, сотрудники ЦОП, неважно. И достаточно было просто сфотографировать в нужных ракурсах. Вадим, вот обычный гражданин, да, житель этого двора, допустим, вот он сфотографировал на телефон. Не работает. Не работает? Не работает. Вообще никак. Потому что фотография сейчас там не является доказательством, много там судебных там практики, отменов и так далее. А что является доказательством? Доказательством только материал, составленный сотрудником административной комиссии. То есть вот мы усложняем процедуру для доказывания, для того, чтобы привлечь. И поэтому достаточно много машин в любом случае сейчас стоит до сих пор на газоне, потому что понимают, что в каждый двор, каждому подъезду сотрудник комиссии, он просто физически не дойдет. Неужели пока еще нет такого приложения мобильного, куда можно было бы отправить фотографию с нарушением, да, и принять меры? Такого нет? Нет. Я добавлю, что при мониторинге законодательства за 6 месяцев, конечно, всплывают и проблемы, о которых сегодня говорили. Первое, это, конечно, отсутствие или нехватка парковочных мест.
И для этого сегодня муниципалитетам рекомендовано госсобранием разработать муниципальные программы для того, чтобы закрыть в течение 5 лет вот эту проблему. И второе, конечно, административные комиссии столкнулись с определенными проблемами при оформлении, когда сложно квалифицировать газон, это или не газон, статус, да? Выпал снег, Всё, да, нету все в снегу. газона, да. То есть само по себе автоматически понятие газона отменяется на зимний период, так? Вот Я для правильно этого понимаю? есть, конечно, и бордюр. Понятно, озелененной территории не видно, но есть кустарники, есть деревья, поэтому привязать можно. То есть территории, предназначенные для озеленения, отделенные бордюром, на который произрастают кустарники или деревья. Пожалуйста, эта норма может работать и в зимнее время. По поводу правоприменения вопрос, Андрей. Что касается вообще вот применения этой нормы статьи 6.21 за парковку на газонах, я все-таки думаю, что выражу мнение большинства. Действительно, машин стало меньше. Скажем, только в городе Уфе за последние 3 года было создано 15 тысяч парковочных мест. Было 15 тысяч? 15 тысяч. Этого достаточно, как вы считаете? Нет, безусловно, недостаточно, но это что-то. То есть мы движемся в правильном направлении. Было установлено 9,5 тысяч погонных метров ограждений вокруг газонов. Это уже остановило некоторых людей для того, чтобы парковать свои транспортные средства на газонах. Скажите, ну вот вы говорили, да, Рустам, что 4 нормы были рассмотрены в 2019 году и введены. Парковки на газонах, да, мы все об этом слышали, мы все об этом знаем. Какие еще, кроме этого? Ну, значит, это за разжигание костров, да, вблизи вот, лесных массивов, где-то вот где... В частном секторе. В частном секторе, да. Планируем еще норму, которая касается введения ответственности за продажу несовершеннолетним курительных смесей, различных вейпов, курительных приспособлений, имитирующих курение, например. Да, сегодня нормы это нет, мы ее тоже планируем. Большой резонанс общественный вызвало вот последнее нововведение о запрете продажи алкоголя 3 января, да, в новогодние каникулы. Ну, я являюсь автором этого закона. Какой вы лично считаете будет эффект от такого закона? Знаете, вот эффект в первую очередь, конечно, продолжительные вот эти праздники, почти 10 дней, приводит к тому, что многие люди уходят, то, что называется, запой, да, это одно. Второе, конечно, в этой связи растут многочисленные правонарушения, ДТП, суициды, значит, в том числе семейно-бытовые. В России за 10 дней новогодних праздников погибает, ну, так скажем, по пьяной вине, да, 23 тысячи человек. Это за 10 дней. Причем это население поселка Чишмы. Исчезает за 10 дней. Пик приходит как раз массовых психозов различных, там, 3 января, 4, 5, убийства, правонарушения, как грабежи и так далее, и так далее. Поэтому вот здесь вот такая мы обрываем эту некую цепочку. Приведем наш разговор на несколько минут. Мы говорим сегодня об административной ответственности, а если смотреть глубже, об ответственном отношении граждан. Зачастую мы забываем о том, что своим поведением, даже с благими намерениями, мы можем раздражать или наносить вред окружающим. Самый наглядный пример – это когда любитель животных разводит у себя в квартире настоящий зоопарк. Соседи порой не знают, что с этим делать. Мы решили изучить эту тему и понять, что может заставить людей научиться добрососедству. Инцидент в Стерлитамаке, когда собака внезапно напала на мимо проходившего ребенка. Девочка шла с родителями. Момент успели снять очевидцы. Закончился, как и большинство таких историй. Серьезной ответственности никто не понес. МВД отказало потерпевшему возбуждению уголовного дела на основании того, что вред здоровью ребенка был нанесен лишь средней тяжести, а не тяжелой. Родителям предложено в мировом суде взыскать с нерадивого собаковода компенсацию, в то время как он продолжает выгуливать своего стаффа без намордника и поводка и даже не торопится оплачивать административный штраф. Ему был выписан штраф в 5000 рублей. На сегодняшний день этот штраф до сих пор не оплачен, поэтому материалы были переданы в службу судебных приставов. То, как воспитывает своего пса стерлитамакский горе-хозяин, известный соседям как пьяница и дебошир, кулаками и пинками, тоже попало на видео очевидцев. Такое обращение с животными только увеличивает их агрессию, заявляет заводчик со стажем Маргарита Сатучина. Нельзя очеловечивать, нет, абсолютно нельзя. Собака – это прежде всего зверь, это животное. Оно не обладает теми человеческими качествами, да, которые обладают люди. То есть, абсолютно собаки должны как бы служить нам, а не мы собакам.
Агрессивная собака – это практически оружие в руках человека. На кого следующего направить своего питомца этот уфимец, задались вопросом соседи, когда камеры наблюдения в подъезде запечатлели, как он отрабатывает команду ФАС на местных кошках. Чем не угодила эта пара на видео, мирно шедшая к своему авто, овчарке соседа никто не скажет. Собака просто набросилась со спины сначала на женщину, а потом на мужчину. Дальше в кадре появляется хозяин. Он явно не торопится. Инцидент не первый и не последний. Но четкий механизм привлечения к ответственности невоспитанных владельцев собак в нашем законодательстве не проработан. Для владельцев четвероногих собак, и что важно, достоинство человека гораздо ниже, чем достоинство его собаки. Они очень агрессивны по отношению к окружающим. Более того, человек почему-то впадает в некий правовой нигилизм и абсолютно неадекватно реагирует на любое замечание. На тебя самого надо надеть намордник. Это вот слышат сплошь и рядом все, кто делает замечания этим людям. Необходимо ужесточение наказания владельцев животных за нападение на людей, вплоть до конфискации и запрета заводить дома собаку, считает заводчик Алабай и кавказских овчарок Василий Дубинин. На мой взгляд, первое, что нужно, чтобы человек в многоквартирном доме, прежде чем заводить определенные породы собак, получил разрешение соседей, согласие соседей. Согласны ли все терпеть его животное возле себя? Второе, человек в обязательном порядке должен проходить какое-то начальное кинологическое обучение. И некоторые породы я бы, наверное, запретил держать в многоквартирных домах, в квартирах. Вот. Ну, такие, например, как тот же Алабай, который у меня, тот же кавказец. Вот, ну, можно определить породы. Пока же российский закон дает большую свободу любителям животных. Административные ограничения и штрафы явно не решают проблемы ответственного отношения к питомцам и гарантии безопасности окружающих. Есть еще один очень важный аспект административной ответственности – это домашние животные. Кто-то любит собак, кто-то их не любит или ненавидит, да? Но, допустим, мы уверены, и это правильно, должны быть определенные нормы содержания и выгула домашних животных. Руслан, ведь вопрос еще не просто выгула собак, но и количество, допустим, кошек. Когда в квартире, допустим, какая-нибудь, ну, извините, одинокая женщина, иногда мужчина одинокий, заводит по 40 котов, кошек, они там гадят. Ну, это, конечно, случай, выходящий уже там из рамок, да? Но... Люди должны понимать, что это ответственность. Ты несешь ответственность за это существо, за это живое существо. Владелец. И если владелец, да, если тем более собаку, она постарела и вывозят куда-то в лес и оставляют, и создают, опять-таки, проблему тысячи, значит, бесхозяйных животных на улице, конечно, это же культура людей. Очень часто приходится видеть во дворе, не вам, собачнику, будет сказано, да, что какой-нибудь мужик, там, 40-летний, да, выгуливает своего ротвейлера без намордника на детской площадке, и на все замечания мамочек ему, ну, просто отвечает им либо нецензурно, либо игнорирует. Что с этим делать, Андрей, в таком случае? Мы привлекаем к административной ответственности хозяев, которые выводят своих собак без поводка и намордника. Немного, но где-то около 500. Около 500 граждан мы привлекли за нарушение правил выгула. Вопрос ведь как фиксировать, как фиксировать. Выходят сотрудники. То есть он же убежал, пока я тут звоню вам, да, он уже убежал домой. Да? И что? Как я буду доказывать, что он здесь гулял? Значит, мы проводим рейдовые мероприятия. И сами одни, и совместно с полицией. В первую очередь это в парках, скверах, где выгул запрещен. На школьных территориях, где также не имеет права хозяин выводить собаку. Смотрим, обращаем внимание на те же детские площадки. Но на самом деле, вот собачник возразит, а где же специально оборудованные площадки и места для выгула домашних животных? За что должны отвечать кто? Муниципальные власти, да? Есть такая проблема? Проблема огромная. Я знаю депутатов нашего горсовета, которые пытаются, ну, скажем, продвинуть там с мертвой точки, потому что по сравнению в целом там по России мы, конечно, очень бледно выглядим. Официально в Уфе 4 площадки по выгулу собак. 4 на миллионный город. 4. 4 на миллионный город? Да. А сколько собак всего в Уфе, не никто знаете? не знает, да, к сожалению. То есть статистики нет. То есть вот надо начинать с того, что там чипировать или, то есть ставить на учет, да, то есть вести учет, потому что не местные там ветеринары, да, которых там тоже, то есть, никто не понимает объем проблемы.
Мне кажется, основная проблема – это именно в культуре содержания этих домашних животных. Даже не в количестве этих площадок. И пусть их не 4, пусть будет 400, да, но в первую очерить именно… Иногда до площадки можно не добежать. Я бы даже дополнил, в культуре не содержания, а в культуре самих владельцев этих животных. Прежде всего в этом проблема. Но есть еще кое-какие моменты, где мы можем уже решить сейчас. Например, по нашему закону, по республиканскому закону предусмотрена ответственность за то, что если собака, ну, грубо говоря, нагадит в подъезде, в лифте, тогда хозяин может быть привлечен к ответственности. И на улице если нет, вот как раз нет. Если на улице, во дворе, так ведь да, есть правила благоустройства городского округа город Уфа, где обязывает граждан убирать вот эти продукты жизнедеятельности, скажем так, животных, да. А в административном кодексе нет ответственности. Руслан, вот печально от того, что мы сегодня обсуждаем вроде бы вот этот кодекс административный, а на самом деле это все лежит на поверхности. Относись к другому так, как хотел бы, чтобы относились к самому себе, тебе. И вот все же просто. Слушай, ну, к сожалению, вот реальная жизнь, она не укладывается в какие-то там бумажные идеальные рамки, да. На самом деле у нас множество людей наплевательски относятся к интересам окружающих и ставят свои интересы выше их. Это так, да, к сожалению, так. Ну вот, а с другой стороны, я думаю о несоразмерности наказания, что ли. Вот, допустим, семейно-бытовое дебоширство, когда максимальное наказание 500 рублей. Ну, это же несоразмерно тому, слушай, какой вред наносит. Мы сегодня обсуждали разные темы, то, что касается административной ответственности. И на самом деле, да, штраф за семейно-бытовое дебоширство 500 рублей, он явно не соответствует тяжести проступка. Но административный кодекс, как мы сегодня слышали, это живой документ, куда можно вносить какие-то изменения, править его. И я надеюсь, что даже сегодняшний разговор к этому подтолкнет наших законодателей, что к этому вопросу они еще вернутся. Ну, возможно, это уже есть в планах. Давай еще поговорим. Давай еще поговорим об этом, к этому вернемся. Хорошо. Безответственное поведение граждан выражается по-разному. Кто-то рисует надписи на заборе, кто-то разбивает стекла умных остановок, а кто-то устраивает автомобильный дрифт на городской площади. Ущерб в таких случаях тоже разный. От испорченного настроения и сна соседей до нескольких миллионов рублей. Часто под действие Уголовного кодекса такие правонарушения не подпадают. Они регулируются административным кодексом. Мы решили изучить на конкретных примерах, насколько наказание соответствует правонарушению и как часто люди нарушают нормы административного закона в повседневной жизни. Административное правонарушение можно встретить на каждом шагу. Всего за полчаса прогулки по Уфе мы вместе с популярным блогером Санией Тимасовой и сотрудником Центра общественной безопасности Ринатом Диваевым насчитали нарушений на несколько десятков тысяч рублей. Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях предусматривает ответственность за размещение информационных материалов в неустановленных местах. В соответствии со статьей правонарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей и на должностных лиц до 8000. Вот на стене дома надпись, сделанная баллончиком. Автору надписи, если его найдут, грозит штраф в 300 рублей. Рядом характерные следы мелкого хулиганства. Еще бы хотела обратить ваше внимание, вот прям где мы стоим. Да. Посмотрите, где попили, там и сходили. Еще и мусор накидали. Недалеко от остановки пара машин проехали по тротуару и припарковались. Это тоже нарушение административного кодекса. Ясно видно, что бордюр здесь, вот проезжая часть, это тротуар. Территория, предназначенная для движения пешеходов. Автомобиль поставил, соответственно, мне плевать на всех. Осматриваемся дальше и видим, что остановка «Центр моды» находится в ненадлежащем состоянии. Пытаемся узнать, кто собственник объекта, но его арендатор уходит в глухую оборону. Чья это собственность? Скажите, я не понимаю, почему вы задаете. Потому что здесь непорядок. Посмотрите на вывески. Вам нравятся эти вывески? Ну, слетели вывески. Вот. У вас что случилось? А есть какое-то положение? Вы объяснили какую-то... Есть. Как арендатор вы можете обратиться к собственнику, чтобы он привел внешний вид этой остановки, надлежащий вид. Здесь за нарушение правил благоустройства юридическое лицо могут наказать штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. Эти автопируэты попали на камеры видеонаблюдения в начале ноября. С первым снегом на площадке Уфимского амфитеатра у Конгресс-холла лихачи несколько раз устраивали дрифт. Были испорчены газон на склоне, брусчатка и декоративная ливневка. Здесь повреждение газона, оно же требует перекладки. Это достаточно такой трудоемкий процесс. И вроде там в расчете на квадратный метр не сильно много. Но если посчитать на площадь склона, то это почти 1,5 миллиона. На самом деле, мне кажется, это все-таки какая-то такая бедная
холодность духа, попытка самоутверждаться, не думая о последствиях. Участники того дрифта уже установлены. Им придется возместить ущерб на сумму более 3 миллионов рублей. Если прогуливаться по нашим улицам, выйти, допустим, вообще просто на улицу, то вот мы с редакцией тут обсуждали, что в принципе направо и налево на самом деле сегодня можно выписывать административные штрафы. Как часто вы штрафуете тех, кто курит в общественных местах? Значит, это норма федерального законодательства, да, к сожалению, она не в наших полномочиях. Да. У нас запрещается курить в подъездах, на территории детских, медицинских образовательных учреждений, аэропорты, вокзалы, да, но идти и курить на улице, в принципе, это не запрещено. Ну, в административной ответственности, насколько я помню, подлежит надписи на чужой собственности, да, на стенах, на заборах и так далее. Нанесение, да, надписи, изображения на имуществе. Ну, сплошь и рядом. Да, Сплошь и рядом. Я не сторонник, в том числе, ужесточения каких-то санкций, вот, в том числе по вот этой статье. Но Потому что, еще раз говорю, здесь нужно, конечно, комплексно, в первую очередь, вот, касаемо культуры людей. Культура – это однозначно, да. Но если мы посмотрим норму этой статьи, несанкционирование нанесения надписей там на дома, она предусматривает штраф 300 рублей на физических лиц. А какой штраф? Баллончик краски стоит дороже, чем ответственность за это. Более того, до 1 августа полиция была не вправе, опять же, составлять протоколы по данной статье. А что такое задержать этих людей? Во-первых, они неприлюдно это делают, они прячутся в вечернее, в ночное Это проблема, время. конечно. То есть здесь это проблема. Вплоть до оперативных мероприятий нужно, чтобы их задержать. Вы знаете, у нас в республике, в Уфе проводится, там, реализуется масштабная программа благоустройства. Это и дворы, и подъезды, и все остальное. Бывает чертовски обидно. Да. Вот свежеотремонтированный подъезд и уже загажен через какую-то неделю, расписан весь, вдоль и поперек. Самое ведь интересное, Руслан, в том, что в КоАПе есть статья, организация обязана стереть то, что нарисовали вандалы, да? А если не сотрет, то за это понесет наказание. Какой штраф? Совершенно верно. Там Не штраф помните? где-то от 1000 до 2 рублей, от 1000 до 2000 рублей, он небольшой. И вот как раз в связи с этим вопрос, Рустам, вот предполагается ли работа по совершенствованию административного кодекса и, возможно, ужесточению санкций по каким-то уже составам административных правонарушений? Ну, я вот соглашусь с коллегой, что, наверное, слишком низкие у нас штрафы вот за семейное бытовое дебоширство. Вот первое и второе как раз по нанесению рисунков, изображений. Мы это тоже вопросы возьмем, конечно, проработку. Спасибо, мы вернемся к разговору через несколько минут. Новые нормы закона не сразу приживаются в обществе. Что-то принимается людьми практически сразу, потому что давно назрело, а что-то бурно обсуждается или вообще встречается в штыки. Интересный факт. По статистике в России люди чаще всего нарушают сроки оплаты штрафа. И за это тоже несут наказание и платят штраф. А вот насколько активно сами жители привлекают внимание надзора к административным правонарушениям и какие из них совершаются наиболее часто, в нашем следующем сюжете. Уфа, будний вечер, люди возвращаются с работы, а у полиции, сотрудников Центра общественной безопасности, начинается самое горячее время. Многие адреса вызовов правоохранителям хорошо знакомы. Вот очередная жалоба от Эльфии Шестаковой. Устала от пьянства и буйства соседа. А что жалуются соседи? Наша работа. Вот кушать, делал, пельмени ставим. Оказалось, инцидент произошел накануне. Вот и фанфурик в качестве доказательства, который женщина отобрала у мужчины. Позавчера он со мной начал драться в подъезде, он начал меня таскать по всему подъезду. На соседа Альфии участковый составил протокол об административном правонарушении. Мужчине опять придется заплатить 300 рублей штрафа. Следующий адрес тоже в списке постоянных. В квартире живут разведенные супруги и часто друг на друга жалуются в полицию. В этот раз бывшая жена не пускает домой. Она всегда жаловалась. Я 12 лет с ней в разводе, и все 12 лет она пытается меня с этой жилплощади выселить. Елена Мерзлякова, в свою очередь, просит зафиксировать побои мужа, пишет заявление. Вчера он меня ударил
Я инвалид. У меня инвалидность по зрению. Ударил мне в ухо, очень сильно в голову. Если женщина не откажется от своего заявления, то бывшему мужу грозит уголовная ответственность за побои. А пока гости в форме оставляют протокол об административном правонарушении и наказание в виде штрафа в 300 рублей. А это другой район Уфы. Сотрудники Центра общественной безопасности пришли с профилактикой. Просят не показывать лица подопечных. Эта женщина в прошлом году вызывала их аж 18 раз. И все с жалобой на мужа. После каждого вызова супруг платил 500 рублей за дебош при ребенке. Но в последний месяц тишина. Кухню украшает букет цветов. Друг друга не поняли. Ну, бывает ругаемся, но все равно миримся. Не разобравшись ничего, не поговорив, и начинаю вызывать. Вот, дурочка сама. Семейно-бытовое дебоширство – одно из самых распространенных правонарушений. За 9 месяцев прошлого года в республике было оформлено 14 266 протоколов по этой статье Административного кодекса. Наиболее распространенные статьи, согласно отчетам представленных административными комиссиями республики за 9 месяцев 2019 года, составили такие статьи, как нарушение правил парковки, семейно-бытовое дебоширство, нарушение правил организации уличной торговли, также статьи, связанные с нарушением тишины в ночное время. Административная комиссия Башкортостана выписывает в общей сложности примерно 10 миллионов рублей штрафов в месяц по всем составам правонарушения регионального кодекса. Наиболее частые и популярные поводы для обращения, в том числе в правоохранительные органы, это семейно-бытовое дебоширство и нарушение правил покоя и тишины, то есть правил человеческого общежития. Ну, Андрей, наверное, с вас давайте начнем. Да. Куда людям обращаться и какие меры законные можно принять по данным составам? Ну, если мы говорим о нарушении тишины и покоя в ночное время и семейно-бытовое дебоширство, эти ситуации требуют, во-первых, незамедлительного вмешательства. Поэтому обращаться нужно незамедлительно в органы внутренних дел. Органы внутренних дел обязаны принять сообщение и организовать выезд на место происшествия. Значит, в текущем году привлечено к административной ответственности 3500 семейных дебоширов и около 3000 граждан, которые нарушают тишину, покой. Мы говорим о городе Уфе. Мы говорим только о городе Уфе, я, по крайней мере. Вот. Значит, но здесь есть проблемные вопросы. Возьмем семейно-бытовое дебоширство. Санкция за совершение семейно-бытового дебоширства подразумевает либо предупреждение, либо штраф 300 рублей. В случае повторного нарушения или же семейно-бытового дебоширства в присутствии несовершеннолетнего штраф от 300 до 500 рублей. Насколько эффективны такие штрафы? Я думаю, даже вопрос этот... Он излишен, да. И да, поэтому, излишен, да, потому... это вопрос, наверное, больше к нашим законодателям. Более Конечно, 300 или 500 рублей – это явно недостаточная санкция за подобное правонарушение. Вот по суммам, по штрафам. Интересный вообще вопрос. Смотрите, вот в части штрафов за нарушение там, порядка, тишины и покоя, вот буквально там простой пример для понимания. Про дебоширов, ну, вот, я не знал, да, там 300-500 рублей, ну, потому что не сталкивался на практике, не обращались. Ну, то есть здесь я подчеркну, для зрителей это ни в коем случае не искушение и не призыв, да, что это дешево и давайте совершайте. Ни в коем случае. Есть достаточно много проблем именно с шумом по ночам. И там штрафные санкции от 2 до 5 тысяч рублей. Для примера понимать, сколько усилий тратит государство для того, чтобы зафиксировать и привлечь этого виновника к ответственности. Начинаем, как Андрей правильно сказал, там, с вызова полиции. То есть ночью приезжает какая-то группа, да, там, это сотрудники там, постовой службы, машина, там 2-3 человека. Да, то есть бывает так, что за ночь приезжают несколько раз. Потом эти материалы приходят там, в дежурную часть, участковый, отправляют в административную комиссию, те в ЦОП, ЦОП рассматривает опять в административную комиссию. То есть эта процедура там месяца 2-3 еще длится, пересылка почтовая, там сотрудники пишут бумаги, да, и потом там когда-то там через 3-4 месяца вызовут нарушителя. Возможно, да. Вызовут нарушителя случае, на да. комиссию, чтобы он там вспомнил, что когда-то там 5 месяцев назад он где-то там похулиганил. То есть вот я хочу донести, да, что за 2000 рублей государство делает усилий, ну, мне кажется, там в 10 раз больше тратит денег для того, чтобы привлечь к ответственности. То есть вот эта норма, она не соответствует фактическим затратам. Но в чем
чем здесь затык, да, как говорят в народе? В несовершенстве механизма, то, что у административных комиссий не хватает сил и ресурсов. Что нужно сделать? Что нужно поправить, на ваш взгляд? То есть, как минимум, да, штраф можно увеличить. Во-вторых, сама процедура, на опыте того, что гражданин вдруг вспомнит, что там 5 или 6 месяцев назад что-то сделал, оно может не сработать. Да? То есть, если есть нарушение, которое сейчас мешает кому-то, соответственно, его бы желательно прекратить прямо сейчас. Резюмируя наш сегодняшний разговор, да, вот мне почему-то кажется, что все-таки административная ответственность, в отличие от уголовной, это больше к культуре человеческие взаимоотношения, нашего общежития, больше к этому относятся. И с этим, к сожалению, приходится констатировать, у нас есть большие проблемы. Так? Потому что понятно, что нужно ее культуру взращивать и кнутом, и пряником, понимаете? То есть понятно, что нельзя одним кнутом брать и наказывать. Но если ты не будешь говорить, что это развивать, показывать положительные примеры, и в то же время на, скажем, негативных примерах их выводить в какой-то в СМИ тиражировать, да, что вот за это ты заплатишь условно 20 тысяч рублей за этот штраф. В следующий раз все соседи или кто-то еще, они подумают. Вы знаете, КоАП это не статичный документ. И как федеральный, так и наш региональный, республиканский, он постоянно меняется. И это форма контроля за исполнением законодательства. И вот как раз это и помогает нам выявлять, скажем, белые точки, да, белые пятна в законодательстве, коллизии и своевременно выносить изменения. Я так понимаю, что оценкой эффективности принятых решений вы тоже занимаетесь. Да. Правильно сегодня звучало, что речь идет о культуре населения. Я думаю, население должно откликнуться на эти посылы и на те действия, которые руководство республики и города предпринимает для того, чтобы наша жизнь стала комфортнее. И здесь, опять же, нужно призвать средства массовой информации. Вы очень много делаете для того, чтобы формировать именно общественную позицию. И только в комплексе могут эти вопросы решаться. Есть очень много моментов, где, как нам кажется, требуется ужесточение именно ответственности за нарушение. Все-таки, да, вот мы сегодня еще раз убедились, да, в том, что и говорили об этом, что большая проблема вот в этом долгом механизме правоприменения, чтобы дойти до какого-то законного решения. Уважаемые гости, большое спасибо, что пришли. Спасибо вам за предметный, конструктивный и честный разговор. Спасибо. До свидания. Окей, Руслан, я сегодня что поняла? Что следить за хорошим поведением и наказывать за плохое поведение по статьям КоАПа у нас не то, что специалистов не хватает, у нас контроль раскидан по разным надзорным органам, и в итоге у семенянек дитя без глазу. Но я так и не поняла, почему нельзя для обычных людей, для обычных граждан создать нормальный канал связи, в котором можно было бы пожаловаться на токсичных соседей. Есть административная комиссия, конечно, оставляет желать много лучшего организации их работы, им не хватает сил и ресурсов, да, на самом деле, но в этой теме очень важна активная гражданская позиция обычных людей. Они очень активны в соцсетях, но когда доходят до конкретного, да, они отходят в сторону, потому что моя хата с краю, меня это не касается, и вообще не трогайте меня. Хорошо, но это же не значит, что не нужно придумать какого-нибудь приложения, в котором можно было бы сфотографировать правонарушение и выложить здесь, сказать, что я с этим не согласен, сделайте что-нибудь. Слушай, мобильное приложение, это, конечно, хорошо, и прекрасно твоя наивная вера, что все можно решить мобильным приложением, но реальную жизнь в мобильное приложение не впихнешь. Но вот такой у нас менталитет, да, все хотят наведения общественного порядка, но без меня, без моего участия, пожалуйста, давайте сами. Хорошо, чтобы это не называлось стукачеством, я предлагаю, допустим, ввести еще... Стукачество не очень хорошее слово, давай лучше применим гражданское правосознание. Вот так, ладно? Хорошо, вот давайте введем еще одну статью в КоАП, допустим, штраф за равнодушное отношение к правонарушению. Вот чтобы мимо не проходить. Еще одну статью? Это как у Маяковского, давайте проведем заседание по прекращению всех заседаний. Так, что ли? Делать же что-то нужно. Слушай, у нас нормальные жесткие законы. Весь вопрос в том, чтобы эффективно их применять и использовать. В этом вопрос. Делать, в общем, что-то нужно. Тебе слово. Чего греха таить? Честно говоря, правосознание многих наших граждан оставляет желать много лучшего, а свой личный комфорт некоторые ставят выше общественного. Главное, чтобы ему было удобно, а там хоть трава не расти. Как заставить нашего человека соблюдать правила цивилизованного общежития, чтобы он сам вел себя нормально и другим не мешал? Добрым словом и кнутом можно добиться большего, чем просто добрым словом. Надо сделать жестким и неотвратимым наказание за хамское наплевательское отношение одних людей к другим. Тем более адекватных людей – абсолютное большинство. Надо, Федя, надо.
Смотрите «Честно говоря» на канале БСТ и во всех соцсетях страны. До свидания и берегите себя и своих близких.